Чуть больше месяца остается до главного политического события года. Сибай готовится к выборам президента страны. Звонкий каблучок на сцене Центра детского творчества. В городе проходит ежегодный конкурс среди детских хореографических коллективов. Мастерски прокатиться и заработать абонемент в фитнес-клуб. Студенты сразились лесбиями на льду. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Подготовка к мартовским выборам президента Российской Федерации идет полным ходом. В процесс активно включаются не только предвыборные штабы кандидатов, но и специалисты, в задачу которых входит обеспечение высокой явки, честности и прозрачности предстоящей процедуры волеизъявления. Так, задача обеспечить легитимность выборов отводится штабу общественных наблюдателей. Сегодня в Сибае состоялся первый зональный семинар по подготовке специалистов данного узкого профиля. Подробности в сюжете Рената Музафарова. В целях обеспечения качественной подготовки общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года в Республике Башкортостан стартовала серия зональных обучающих семинаров с участием представителей Центральной избирательной комиссии республики. Первый такой семинар состоялся сегодня, 6 февраля, в актовом зале администрации города под председательством руководителя аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Радика Юлбаева. В президиум также вошли член Общественной палаты региона Ильгам Абдулгужин и секретарь ЦИК Республики Башкортостан Марина Далматова. Мероприятие собрало на одной площадке единомышленников из штаба будущих общественных наблюдателей города Сибай, Межгорья, Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого и других районов Зауралья. Во-первых, я вообще человек общественный. Я работаю с молодежью, я работаю в школе, я воспитываю молодежь. Поэтому это моя позиция гражданская – быть честным. Выборы должны быть честные, прозрачные. Я надеюсь, что они будут такими. Мы не будем являться какими-то конкретно сторонниками какой-то партии. Мы будем наблюдать за тем, чтобы выборы прошли спокойно, прозрачно, чтобы желающие приняли участие и проголосовали за того, кого они считают нужным. Семинары по подготовке общественных наблюдателей проводятся в соответствии с изменениями в федеральном законе о выборах президента Российской Федерации от 5 декабря 2017 года, наделившими общественные палаты регионов правом выдвижения наблюдателей в избирательные комиссии. Принятая мера, как комментируют специалисты, призвана сделать процесс волеизъявления более прозрачным. По рекомендациям от Общественной палаты России в числе общественных наблюдателей не должны быть партийные активисты, сторонники и агитаторы той или иной политической партии, а также те, кто имеет прямое отношение к избирательным штабам кандидатов. Уважаемые коллеги, все мы прекрасно понимаем, что в данном случае соблюдение требований закона – это не простая рекомендация, а наш постоянный призыв. Мы не гонимся за красивыми цифрами, большим числом наблюдателей для кого-либо предвыборного пиара. У нас в приоритете именно качественная, а не количественная составляющая. Участникам семинара была представлена информация о законодательном регулировании правового статуса наблюдателей в избирательном процессе, о нововведениях в законодательстве и об особенностях работы избирательных участков. Представленный золотой стандарт по общественному наблюдению на выборах содержит методический комплекс критериев оценки избирательного процесса, включая подготовку помещений и документов комиссии, действия членов УИК до начала, в период проведения голосования и при подсчете голосов избирателей и другие разделы. Вы, как никто другой из наблюдателей, являетесь независимыми наблюдателями. И ваша задача, как нам видится, продемонстрировать всему миру, а она именно такая задача, что выборы в Российской Федерации проводятся открыто, честно и законно. Подтвердить легитимность избранного президента, кого бы мы ни избрали, и подтвердить легитимность выборов. Наша задача не набрать как можно больше фактов, я говорю, наша с вами задача не набрать как можно больше фактов нарушения, а именно предотвратить их, чтобы их не было.
Серия зональных семинаров будет проходить в республике в период с 6 по 16 февраля. Подобная комплексная мера, как комментируют специалисты, позволит запустить механизм поэтапного обучения общественных наблюдателей в регионе. Прошедшее обучение в рамках зональных семинаров образуют мобильные группы, которые смогут передать знания и опыт общественным наблюдателям муниципального уровня и скоординировать их работу в день выборов. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. А к другим новостям. В этом конкурсе выиграли все. Участники от того, что получили возможность выступить на сцене, зрители от удовольствия наблюдать за этой яркой картиной. В Центре детского творчества состоялся традиционный городской конкурс «Звонкий каблучок». Подробности в сюжете Ирины Оренбургиной. Море таланта и энергии показали участники традиционного городского конкурса «Звонкий каблучок». В состоявшемся творческом состязании приняли участие детские хореографические коллективы, представившие на суд жюри народные танцы. Организаторами праздника, так полюбившегося поклонникам танцевального искусства, выступили отдел образования города и Центр детского творчества. Согласно плану отдела образования, сегодня у нас проходит конкурс «Звонкий каблучок» среди танцевальных коллективов детских. Конкурс проводится ежегодно. В этом году у нас более 300 участников. Участвуют все общеобразовательные организации и Центр детского творчества. Неоднократно на сцене блистали участники, выдвинувшие на конкурс несколько постановок. Среди них ансамбль народного танца «Салтанат» Сибайской гимназии-интерната, образцовый ансамбль «Гульдар» Центра детского творчества, образцовый ансамбль танца имени Закира Узенбаева Башкирского лицея, имени Рамазана Увидбаева и другие коллективы. Мы представляем школу-гимназия, мы занимаемся танцами 2 года, и мы будем называть народно-башкирский танец. Наш красный руководитель Яхинова Израилевна. Мы из Сибайской гимназии-интернат представляем образцовый ансамбль «Салтанат». Занимаемся уже 3 года. Наш руководитель Мухамедянова Фанза Машдовна. Сегодня мы представляем башкирские и узбекские танцы. Жюри оценивало постановку, органичность и качество исполнения, соответствие музыкального материала танцевальному номеру. Программа фестиваля пролетела на одном дыхании. Зрители не переставали аплодировать. Результаты конкурса станут известны в ближайшее время. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в Уфе на базе городского дворца культуры прошел отборочный тур 3-й национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Цель премии – выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи России. Одним из лауреатов данной престижной премии стал и образцовый ансамбль танца «Аллегро» из Сибая. Учредителями и организаторами национальной премии «Будущее России» являются фестивальное международное движение «Надежда Европы», Центр по сохранению культурного наследия, фестивальное национальное движение «Надежды 21 века», Фонд поддержки детских национальных и международных программ «Будущее планеты». Национальная премия учреждена в 2012 году и является профессиональной. Присуждается детям, молодежи, педагогам, концертмейстерам за достижения в области культуры и искусства. Масштаб и география проекта составляют более 500 тысяч человек из 9 федеральных округов страны. В нем могут принять участие таланты в 9 возрастных группах от детской до 6 лет и до так называемой группы «Гранды» до 27 лет. Образцовый хореографический ансамбль «Аллегро» из детской музыкальной школы стал лауреатом в номинации «Классический танец». Всего же в Уфу ездили 30 солистов ансамбля, которые представили 2 коллективных и 1 сольный номер. Юные танцоры получили дипломы участников. Буквально сегодня стало известно, что «Аллегро» пригласили сразу на финал в Сочи, минуя промежуточный этап в Москве. Как получить незаменимый социальный опыт? Работа на добровольных началах или же участие в благотворительных мероприятиях дают такую возможность, особенно если это проходит под чутким руководством профессионала. В Сибае прошло ежегодное мероприятие, направленное на организацию досуга для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Привычный на слух горожанам Дом пионеров объединяет не только одаренных и стремящихся к успеху детей и подростков, но и таких же педагогов дополнительного образования. Веселые приключения на необитаемом острове, вернее в очень даже обитаемом спортивном зале, состоялись на днях. Не менее озорная компания болельщиков сопровождала ребят, приглашенных к участию в веселых стартах, которые организовали воспитанники творческого объединения «Школа лидера» на базе Центра детского творчества. На этот праздник мы приглашаем учащихся 3-4 классов школ нашего города через социальных педагогов. Мы приглашаем детей, которые по воле судьбы попали в трудные жизненные обстоятельства. Мы приглашаем их с родителями, чтобы сделать этот праздник семейным, с одноклассниками, чтобы они вместе порадовались успехом своих одноклассников. 17 юных участников по принципу жеребьевки разделили на две команды. В спортивно-развлекательном сражении столкнулись лбами индейцы и пираты. Испытания на стойкость, выносливость, смекалку и меткость ребята преодолевали с завидным энтузиазмом. Такие соревнования – это инициатива воспитанников школы лидера, которая превратилась в ежегодную благотворительную акцию «Подари улыбку детям». Как отмечает художественный руководитель, ребята в их объединении собираются очень отзывчивые, творческие и активные. Они самостоятельно разрабатывают концепцию мероприятия, праздничную программу, пишут сценарий, придумывают конкурсы и также самостоятельно готовят реквизиты и атрибуты. Для них это не менее важный праздник, как и для гостей мероприятия. Каждый маленький позыв к доброму делу делает наш мир лучше. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. На днях каток на центральной площади города объединил учащихся среднеспециальных учебных заведений Сибая в спортивном состязании под названием «Ледовая дружина». О том, как студенты столкнулись с лезвиями на льду, расскажет Екатерина Марочкина. Учащиеся педагогического, медицинского и многопрофильного профессионального колледжей приняли участие в спортивной эстафете «Ледовая дружина». Студенческие и мужские команды в количестве 15 человек проявили себя в целом комплексе конкурсов на командный дух, на личные качества смекалку, ловкость, скорость и меткость. А поддерживали их с характерным задором их прекрасные сокурсницы. Организаторами такого ледового состязания второй год подряд выступила общественная организация «Вперед Сибай». Они же и занимаются заливкой самого катка для зимнего досуга горожан. Традиционное мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. Я думаю, сегодняшнее мероприятие нашим студентам очень понравилось, потому что они очень заинтересовались, живо откликнулись в учебное заведение. И вы видели, как они замечательно играли. И это даже какая-то частичка возвращения в детство, я думаю, потому что со студентами тоже необходимо заниматься, несмотря на то, что они уже выросли, но им тоже иногда хочется поиграть и побаловаться на катке. По итогам соревнований победителем стала команда педагогического колледжа с символичным названием «ЗОЖ». Второе место заняли студенты медицинского колледжа, которые назвали свое спортивное товарищество «Кометой». А третье место заслуженно осталось за командой «Горняк» многопрофильного профессионального колледжа. Победители получили грамоты и абонементы на посещение фитнес-центра от спонсоров мероприятия. Екатерина Марочкина, Ренат Музафаров, Радмира Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И в завершение выпуска сводка последних новостей из спортивной жизни города. Воспитанники спортивного клуба «Черный дракон» не перестают удивлять своими достижениями. Очередные соревнования ребята вновь привозят в родной город медали. В городе Туймазы состоялись чемпионаты первенства Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Первое место в категории 16-17 лет в весе 63,5 кг занял Роман Залимов. В этой возрастной категории среди девушек победу одержала Зарина Исламова, выступившая в весе 54 килограмм. 3 третьих места привезли воспитанники тренера Александра Гаврилова, которые не раз выступали на соревнованиях подобного уровня. Арслан Абдулин, Арсен Юнусов и Мухаммед Джабраилов. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на русском языке. Оставайтесь с нами.